амфитеатр. Если кто-то там был, я прошел все там, я вам скажу, там не может находиться здоровый человек, там все в плесени, в сырости. Там не певец, не певица, а инструменты, которые мы столько денег, вы их загубите, там сырость, сухость, сырость, сухость. И знаете, на чем они живут? Вот я сказал, выясните мне, сколько электроэнергии. В силу того, что не поставили надлежащие отопительных батарей, везде повесили вот такие вот эти, в каждом помещении. И знаете, они тепло, на тепло настроены. Во всем этом здании. Я говорю, сколько же они электроэнергии тратят. Это первое. А второе, какой человек, там кислорода же нет. Там нет кислорода. Они, например, почти на полметра еще висят за подлицо потолка. Все рушится. В подвале вода. В кабинете директора, вот она, дождь пошел, и вот все течет у него. Потолок всех этажей, он уже влагой напитался, и он как вот в плохом сарае провис везде. Вот сейчас заключение у нас есть. Говорят, ускоренными темпами взяли фундамент, ну, предположительно, как Тимур Наилевич говорит, они его снегом, со льдом туда загоняли, а потом она выпарилась, вода-то, рыхлый фундамент. Здесь кто строил у нас амфитеатр? Я тебе сказал, поднимите Тимур Наилевич. Значит, ну, вы понимаете, мы сейчас суды, там будем писать прокуратуру, но нам нужно, чтобы нам документы пойти в суд, нам нужно строительную экспертизу, да? А ее надо 2 400 000, да? Представляете, да? Теперь вот те объекты, которые в аварийном состоянии, мы, чтобы пойти в суд, мы должны вот с фонда, я говорю, давайте возьмем, экспертизу закажем, и таких объектов десятки. Десятки. И это безобразие сегодня, вместо того, чтобы заниматься созиданием, новое что-то делать, куда-то нам идти вперед. Значит, я хожу по объектам, огромные ведь помещения, огромные сооружения, его нет.